Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, что вас ждет, что по судьбе на будущей неделе. Чем удивят и чем порадуют вас следующие 7 дней. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на себя, назовите имя, дату рождения, так и спросите, что ждет, что по судьбе на будущей неделе. И давайте будем смотреть. Я думаю, все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моим врагами, потому что сейчас нас скрыт. Давайте умолеваем, что высшие силы знают. Так. Ой, какой-то вы выбор будете делать, серьезный. Слушайте, выбор. Это необходимость. От этого выбора невозможно отказаться. Но этот выбор очень благостный для вас и для вашего будущего. Одно ваше решение, одно ваше слово в состоянии поменять и вашу жизнь, и жизнь ваших близких к лучшему. Вы это поймете вот в момент. Вот сам момент, да, важность этого решения. Ничего не бойтесь. Ничего не бойтесь. Хотите сделать правильный выбор? Выбирайте себя. Не своего мужа, не там интересы детей, родителей, там, друзей, коллег, не знаю, общества. Выбирайте конкретно себя. Вот честно себя спросите, что для меня хорошо. Вот чему я буду радоваться. Вот как я хочу. Вот лично я, моя персона. Вот какое вам решение либо ответ даст ваше подсознание, то и выбирайте. Не слушайте вы советчиков. Все равно хорошего вам не посоветуют. Вообще вот откажитесь от советчиков. Опирайтесь только лишь на себя. И тогда вы не прогадаете. И тогда примите действительно очень судьбоносное решение, очень благостное для вас. Значит, мои хорошие, неделя, честно говорю, неспокойная. Неспокойная в плане событий. Очень много у вас событий, очень много кому-то придется побегать, что-то порешать, подоказывать. Вот везде вы нужны. Вас везде будут звать, вас везде будут приглашать. Везде будет какой-то вот разговор, что да, нужно лично, персонально. Приходите, там, обсудим. Только лично в руки, да, вот с этим столкнетесь. Очень много дорог. И дороги прям такие напутанные, спутанные. Может быть, даже как несколько событий, там, дорог, да, в один день. Только не успел одно дело сделать, нужно ехать, бежать по другому вопросу. Ну, побегаете, что сказать. Говорю вам честно, вижу, что даже устанете в какой-то момент прям... Скажете, ну все, с меня хватит, я не хочу, не буду. Но жизнь, она такая штука сложная, все равно придется. Здесь еще очень важный совет вам идет, чтобы вы ни на кого, опять же таки, да, советом не брали и ни на кого не полагались. Если нужно делать вам, и вы хотите, чтобы это было сделано, 100% сделано, делайте сами. А то, знаете, как может получиться? Вы кому-то доверитесь, человек говорит, да, кровь из носа, я все сделаю, вот положись на меня. Либо не сделать, либо сделать неправильно. И все равно вам придется уже догонять эту ситуацию, бежать, там, оправдываться, что-то кому-то доказывать, переделывать, тратить дополнительное время и энергию. Да. Еще и с тем человеком разбираться. Поэтому полагайтесь только на себя, у вас все получится. Вы сильнее, чем вы думаете. Вы справитесь. А вот выходные будете отдыхать. На выходных вам уже будут и полегче, и повеселее. Будете даже наслаждаться результатами своих вот этих забегов, своей работы, своих трудов. Потому что есть чему порадоваться. И я вижу, что вы будете крайне довольны. Вот будете подводить итоги и будете крайне довольны. Так.
Неделя у нас начинается с какого-то события. Событие вот как-то резко врывается, да, какой-то вопрос, какая-то ситуация, либо какой-то человечек, да, вот шороху наведет. И вы вот прям с самого вот понедельника утра включаетесь в эту гонку, в этот бесконечный процесс решений, каких-то дел, событий. И вот запряглись вы в эту упряжечку и погнали вперед. Смотрите, человек чудной идет, человек сам не знает, чего он хочет, не знает, что он там делает, не делает, правильно, неправильно. Ну, наобум, живет человек наобум. И от этого идут все проблемы. Скорее всего, либо по вине этого человека ситуация, либо человек заварил эту кашу, да, а вы как разгребать, что ли, будете. Не обижайтесь на этого человека. Человек исправится. В будущем исправится, ругать его не стоит. Все равно ничего не поймет. Время придет, поумнеет. Может быть, это ваш супруг, может быть, это ваш родственник, да. Ну, близкий вам человек идет. Может, коллега, кстати, с кем вы дружите, либо начальник, может, с начальником вы дружите. Ну вот у вас тут прям понедельник, прям все заварилось, закипело. Дальше, мои хорошие. Здесь вот в отношениях могут быть проблемы. Причем зачинщиком выходит мужчина. Мужчина может чудить, мужчина может вести себя не совсем адекватно, быть каким-то вот вспыльчивым, какой-то он накрученный, очень похож на ежика, колючего ежика, который... Нет, это не ежик, это дикобраз, потому что он еще иголками может кидаться. Вот, девочки, не хотите скандалов дома? Тогда молчите, наберитесь терпения, придет ваше время, вот тогда уже ему все сполна выскажете. Смотрите, еще момент. У мужчины может быть дорога какая-то очень сложная, и вы не захотите его отпускать, либо вы будете очень переживать. Пожалуйста, вот момент этой дороги, его, во-первых, нужно отпустить, и пусть он идет в эту дорогу в хорошем настроении. Не испорченном, там, не накрученный, не на нервах, а вот именно в хорошем настроении. Девочки, эту дорогу ему все равно предстоит осилить. Хотите вы того, не хотите, но он в эту дорогу идет. То, что вы там нервничать, переживать можете, это один вопрос. Лучше туда, внутрь, куда-нибудь подальше свои переживания засуньте, ему не показывайте. Вот по-хорошему, да, там, поцелуйте, попрощайтесь. Скажите, что ждете, вот с добрым словом его отправляйте, потому что действительно какая-то дорога, ну, непростая ему выходит. Вот, пусть идет со спокойным сердцем, что вы его ждете, что все дома вот как надежный тыл. Так, еще по поводу переживаний. Здесь мужчина еще может очень сильно ревновать. Здесь вы можете столкнуться с ревностью, с придирками. Может ревновать кому-то. Может просто ревновать, что вы красиво там оделись, что вы хорошо выглядите, что вы там, ну, макияж какой-то навели, да. Может цепляться, но у него какая-то ситуация нервная, понимаете, вот его вот эти претензии, это как выход его нервов идет. Не обращайте внимания, не ругайтесь. Вот прям, ну, представьте, что вы ничего не слышите, да? Что вы не слышите, что это, ну, вот такое вот кино происходит, да, без звука. Вот как раньше в старину были фильмы, когда под фортепиано, да, была озвучка. И вот эти титры были, да? Вот представьте, что вы в таком кино. Он там что-то вам рассказывает, а вы думаете, что он говорит там о любви или о том, как вы прекрасно выглядите. Не надо с ним ругаться, не надо спорить, просто улыбайтесь и говорите: а вот я тебя люблю, а вот ты у меня самый лучший, а вы какой ты противный, но все равно тебя люблю. Сглаживайте, девочки, очень важно сглаживать углы. Если вы, мужчина, смотрите меня, но у вас тут нервное перенапряжение идет однозначно, я бы тут посоветовала вам, может быть, не знаю, дрова поколоть, либо там в спортзал сходить, либо там на пробежку какую-нибудь несколько километров пробежаться. Вам нужно выпускать пар обязательно, чтобы не было там у вас неприятностей по здоровью, да, чтобы вы себе еще тут неприятности в личном не нажили. Здесь обязательно нужно выпустить пар. Ваша ситуация, она разрешима. И вот в течение этой недели она разрешится, вы это поймете. Причем, да, вам придется участвовать, но здесь уже как процесс запущен, оно все равно идет вот к разрешению.
Выпускайте пар, потому что ваша агрессия и ваши вот эти вот сверхэмоции могут вам еще и усложнить жизнь. И с любимой женщиной, и там, с коллегами, с начальством, ну и с людьми вашего окружения. Лучше этого не делать. Поработайте над собой, это очень важно. Я не рекомендую здесь успокоительное, потому что такую бурную энергию, вот тревоги, ее успокоительным крайне сложно, ну скажем так, сдержать. Да? Здесь вот именно нужен выход. Выход как происходит? Когда есть скандал, человек кричит, да, вот, через агрессию выходит, либо человек работает, тяжело работает, ну, опять же таки, я говорила, дрова колоть, огород копать, спортзал тоже, знаете, это же тоже работа, там, бегать, там, штангу поднимать. Вот лучше туда свою энергию перенаправьте, выпустите ее, и потом вам уже и полегчает. Дальше, мои хорошие, вот может быть из-за дорог, может быть из-за вот такой напряженной обстановки могут быть какие-то травмы, случайные травмы. Травмироваться может что угодно, там, начиная от ушибов, синяков, ну даже каких-то, не дай бог, конечно, да, и вывихов. Но я тут, конечно, запечатаю песочек попозже. Но, тем не менее, я вас предупредила. Будьте аккуратны. Спешка спешкой, а бдительность и внимание никто не отменял. Смотрите под ноги, смотрите по сторонам. Там острые предметы, там углы всякие, да. Обходите лучше. Просто обходите. Дальше, мои милые. На работе очень много может быть каких-то дополнительных обязанностей, функций. Кто-то, может, не вышел, кто-то уволился, заболел человек, да, вас могут звать на подмену, вам могут добавлять обязанности. Здесь придется работать, вот один человек как будто бы за двоих, за троих работает. Ну, либо такое ощущение будет складываться. Очень много каких-то дел, очень много работы. Ну ничего, вы справитесь. Тут, в принципе, я не вижу повода, причины протестовать. Это просто такие обстоятельства, такая ситуация. То есть не тиран-начальник решил вас тут угробить, а просто так сложилось, так получилось. Так, для тех, кто сам на себя работает, у вас больше идет какая-то бюрократия, то есть первую половину недели вы занимаетесь какими-то бумажками, документами, может быть, нужно платить налоги, либо оформлять какие-то там лицензии, договора, документы. Ну, в общем, будете убивать время именно на это. В это время, когда вы будете заняты этой бюрократией, могут быть к вам могут обращаться, да, какие-то вот новые там клиенты, там заказчики, новые люди могут появляться. И здесь вы можете, ну скажем так, да, не обратить внимания на какого-то очень серьезного человечка, который, в принципе, да, он себя не афиширует, он не говорит, что я там серьезный заказчик, либо у меня какой-то большой заказ. А просто, да, как такой среднестатистический клиент, да, обращайте на каждого внимание и с каждым очень внимательно разговаривайте, потому что может зайти человек с большим заказом, либо с дорогостоящим заказом, а вы из-за вот этих всех бумажек вы просто пропустите мимо, скажете, ну, там, очередной клиент, да, там ничего серьезного, и просто не обратите внимания. Человек придет, потопчется и уйдет. Вот чтобы этого не произошло. Так, а здесь у меня еще для тех, кто работает, вот что-то продает, может быть, вы производите что-то, продаете, может быть, у вас свой садик, огородик, вы там урожай собрали, вы хотите продать. К вам могут приходить люди, ну как сказать, люди, которые пытаются там цену сбить, люди, которые, ну, как какой-то группой, может быть, даже работают. То есть могут прийти несколько людей вот по очереди, и каждый будет сбивать цену. То есть им очень выгодно, чтобы вы, ну, чуть ли не даром отдавали. Не обращайте внимания, если вы переживаете за справедливость той цены, которую вы назначаете, загуглите, проверьте, сколько люди просят за аналогичный там товар в вашем там районе, регионе, да, чтобы вы понимали. Потому что здесь вот большой риск ошибиться, и вот под натиском вот таких хитрых людей, там, может, это какие-то перекупщики, да, потерять свою выгоду. Будьте аккуратны. Здесь вот прям нужно обращать на это внимание. Не бойтесь, все равно ваши купят и за справедливую цену купят. Просто вот к вам первыми заходят вот эти перекупщики, да, очень хитрые люди, которые наживаются вот на производителях, там, на потребителях. То есть это их хлеб, да, они этим живут.
это комиссия, что там накрутки у них какие-то есть, вы можете с этим столкнуться. Дальше, мои хорошие. Здесь какие-то два человечка, вам они близки, вы с ними там общаетесь, дружитесь, может быть, там по соседству с ними находитесь. Эти два человечка будут вас куда-то звать, куда-то приглашать. Очень важно этим людям вот от вас получить согласие. Но это не сюрприз, но что-то приятное они для вас хотят подготовить. Может быть, с кем-то познакомить. Особенно если вы девушка, девушка свободная. Ну, может быть, две приятные ваши подружки, женщины, там, приятельницы решили вас с кем-то познакомить. Но не говорят, да, не говорят цель. Вот, но ведут себя немножечко так подозрительно. Значит, мои хорошие, ничего плохого, дурного в голове они не имеют. Тут скорее вот как... Может, знают, что вы очень гордая девушка, вы не хотите ни с кем знакомиться вот там через сводничество, что вы вообще в принципе против этого. Либо наоборот, да, вы мужчина, и вас там будут затаскивать в какое-то мероприятие, где хотят познакомить, а вы против такого. Значит, не напрягайтесь, идите, принимайте это приглашение. Это как раз вот к выходным идет. Это будет очень хорошее, доброе мероприятие, где вы действительно вот отдохнете. Если вас с кем-то будут знакомить, человек тоже очень приличный, хороший. Может быть, вы и не полюбитесь, но подружитесь, кто знает, да? То есть отказываться не стоит. И не стоит вот прям ковырять, да, вот а зачем вы меня зовете, а что там будет. То есть не накручивайте себя. Вас зовут, значит, идите. Люди вот хорошие о вас думают, плохого здесь нет. Так, идем дальше. Здесь какая-то попрошайка у меня вышла, кто-то что-то будет просить. Могут даже предлагать что-то купить. Да, вот типа человек говорит, ой, я там где-то работаю, я там со скидкой что-то там могу продать, да, вот возьмите у меня, либо просто мне денег дайте, какой-то вот человек, и прям чуть ли не в дом к вам будет лезть, да, либо в ваш кошелек, гоните подальше. Это человек, он обманщик. Обманщик, причем, ну, мошенник, скорее всего. Если попросит, не вернет. И если что-то будет вам там предлагать по заниженной цене, скорее всего, качество там ужасное, либо какая-то подделка, какой-то фейковый товар. Не берите, не принимайте. Дальше. Здесь у меня мужчина к женщине тащит что-то вот похожее на вещи, либо какую-то сумку большую, какие-то, может быть, закупки совершил, либо переезжает мужчина, приезжает к женщине, как, знаете, как сюрприз какой-то делает. Но лучше бы он, конечно, предупредил. Лучше бы предупредил. То есть вы не ждете от мужчины такого действия. Вот что он придет там либо с вещами, либо с какими-то там покупками, закупками. То есть для вас это будет как дополнительное что-то, вот типа работа, да, либо какая-то даже стрессовая ситуация. Просите всех своих знакомых, чтобы они вас заранее предупреждали, чтобы вы могли подготовиться. Потому что этот мужчина идет как сюрприз вам делает, да, а этот сюрприз, он будет для вас, ну, таким, знаете, лучше бы ты этого не делал, либо заранее меня предупредил, чтобы я могла подготовиться. Дальше, мои хорошие, здесь очень важно обращать внимание на транспорт, которым вы будете пользоваться. Я не знаю, почему-то вам идет неприятность от транспорта, вернее, может прийти неприятность от транспорта. То есть неудачно выбрали маршрут, либо может спустить колесо, если вы автолюбитель, да, может быть, там, маршрутка, которой вы пользуетесь, да, там, остановится и дальше не поедет. То есть могут быть еще какие-то интересные моменты, вот, связанные с транспортом. Если вы уж действительно очень спешите, если вы понимаете, что вот времени там в обрез, или мне нужно там кровь из носа не опоздать, выбирайте самый надежный транспорт, который вас 100% довезет до места назначения, чтобы не столкнуться с такой ситуацией. Дальше, мои хорошие. Для тех, кто у меня в поисках работы, здесь могут быть какие-то интересные предложения, о которых стоит подумать. Но
Там то ли какая-то очередь большая, то ли большой кастинг происходит, да, то есть очень много желающих. Либо могут быть даже какие-то моменты, связанные с дополнительными тестами, испытаниями. Могут там заставить вас, да, заполнить какие-то документы, либо пройти какие-то тесты. Значит, стоит ли вам рассчитывать на это рабочее место? Шансы есть, возможности есть. Но для вас это будет, конечно, вот неожиданно, что вас будут дополнительно как-то опрашивать, либо там действительно какое-то тестирование вам устроят, либо экзамен какой-то устроят. Но лучше соглашаться. Вот это либо как работа вам в будущем идет, либо как дополнительный опыт, чтобы вы, ну, скажем так, как обучение, что ли, прошли, что не стоит там бояться, что можно так и так, что вот люди то и то спрашивают, да, чем интересуются. Может быть, пройдя эти тесты, пообщавшись с людьми на собеседовании, вы подкорректируете свое резюме, да, улучшите его, да, это вам в будущем поможет. То есть какой-то немножечко такой, как квест идет, да, головоломочка такая, ну ничего, это на пользу. Дальше, мои хорошие, здесь у меня мужчина, для женщины какое-то предложение будет делать, но не то, чего она ждет. То есть поведет себя каким-то таким странным образом. То есть вы, например, надеетесь, да, что он вам, ну, допустим, утрированно, например, да, вы надеетесь, что он купит вам шубу, либо там поездку куда-нибудь там на тропические острова купит. Вот. А он возьмет и купит вам шубу, ну, в виде салата. Либо поездку, там, не знаю, там, в санаторий в соседнем городе, да, но что-то такое вытворит. И вы прям порвала бы, на кусочки бы порвала, что за мужчина, да, почему так себя ведет. Значит, мои хорошие девочки, соглашайтесь, принимайте, порадуйтесь вы этому салату шуба, либо порадуйтесь вы этой поездке в соседний санаторий. Мужчину очень важно замотивировать. Поверьте, вот то, что он сделал по незнанию, либо непониманию. То есть где-то вас неправильно понял, что-то вы ему неправильно объяснили. Может быть, мужчина у вас немножечко такой тугодум, да, либо слишком прямолинейный, ему прям нужно прям в лоб, вот каждое слово четко. Хочу вот так, да, лучше нам писать, наверное, да, чтобы он понимал. А лучше картинки прикрепить, да, чтобы четко уже было понятно, и он ошибку не совершил. То есть здесь идет именно ошибка мужчины. Не ругайте его за это, не ругайте. Поблагодарите и просто скажите, что конкретно вы хотели. А то, знаете, вы можете вот прям рассориться с ним. Рассориться на пустом месте. Не то, чтобы он ничего не делал, нет, он что-то сделает, но совсем не то, что вы хотели либо ждали от него. Поэтому, мои хорошие девочки, берегите своих мужчин, берегите свою нервную систему и с мужчинами общайтесь четко и лаконично. Так, дальше идем. Здесь кто-то столкнется с ухаживаниями в какой-то странной форме. Кто-то за вами решит приударить, но вот эти ухаживания больше будут похожи на стёб, больше похожи, как вот человек вас цепляет, да, цепляет. На самом деле вы этому человеку очень нравитесь. И человек, ну, не знаю, даже есть оправдание этому, возможно, человек сам себе придумал это оправдание, но я этого не вижу, я как женщина этого не понимаю. То есть он может шутить, какие-то шуточки, какие-то двойного назначения комплименты отпускать в ваш адрес. Вы можете распереживаться. Ну, понятно, что женщине неприятно, когда там мужчина начинает стебаться. На самом деле это от переизбытка чувств к вам. На самом деле вы нравитесь. Вы нравитесь, и таким образом он пытается ваше внимание, да, обратить на себя. Вам это неприятно? Скажите прямо. Скажите прямо и скажите: слушай, дружочек, с какого это ты перепуга начинаешь меня стебать? Если у тебя есть какие-то конкретные ко мне там предложения и прочее, ну, тогда говори вот по-человечески, да, как нормальный, адекватный мужчина, нормальной, адекватной женщине. Я все пойму. Вот, то есть такого человека его нужно приструнить, во-первых, а во-вторых, объяснить, да, что с вами так нельзя. Может быть, он привык так с женщинами общаться, кто его знает. Но такое, знаете, вот скорее похоже на работу, либо по соседству мужчина может так себя проявить. Девчонки, не принимайте персонально, просто с вами все классно, с вами все замечательно. Вот мужчина такой вам попался.
так себя проявляет, либо так себя ведет. Дальше, мои хорошие. Здесь какая-то усиленная переписка, либо очень много разговоров, вот, телефонных разговоров. Люди вот прям общаются, наговориться не могут. Но я так понимаю, что это отношения, которые завязываются, развиваются, либо в какой-то очень острой романтической фазе. Но вы как будто бы на расстоянии находитесь. Очень много будет разговоров, будут какие-то планы, будете обсуждать. И разговоры в какое-то вот позднее ночное время. Конечно, хорошо, когда говоришь со своим любимым человеком, когда вот эти бабочки, когда эйфория. Но, мои хорошие девочки, вот лично вас предупреждаю, спать тоже надо. И отдых мозгу тоже нужен. У вас и так неделька такая неспокойная. Вот, вам не стоит так много времени тратить на эти разговоры. Объясните своему любимому человеку, что я вот целый день бегала, моталась, очень сильно устала. Пожалуйста, можно я себя, конечно, очень люблю, да, но мне нужно отдыхать, я хочу немножечко поспать, да, потому что мне завтра рано вставать, и опять вот эта вот гонка просто у меня происходит. Не бойтесь обидеть человека, наоборот, человеку будет приятно о вас позаботиться, скажет, конечно, не проблема, там, люблю, целую, там, чем могу помочь и прочее, прочее. То есть это будет даже как сближение у вас идти. Так, еще по поводу, кстати, гонок ваших. Вот какое-то событие связано с казенным домом. Какой-то дом, где, знаете, очень похоже на какие-то госслужбы, либо какие-то, может быть, даже... Но это не банки, однозначно нет. Больше, может быть, больница еще какая-нибудь. Госслужба, больница. Может быть ситуация, что вам либо чего-то не дадут, либо у вас будут требовать, да, подтверждение, какие-то документы у вас будут требовать. Причем совершенно, незаконно, что ли. То есть попытаются, может быть, от вас как-то отделаться, да, либо вас выдворить, типа, вы кто? Что вы тут делаете, да, покажите там паспорт или еще что-нибудь покажите, либо там вас нет в списках. Вот такой момент может быть. И здесь очень важно не испугаться этого момента, не переполошиться, о боже, у меня нет паспорта, я не могу доказать свою личность, а вот конкретно за себя постоять, возможно, даже обратиться к руководителю такого горе-служащего и побороться за себя и за свои права. Потому что эта ситуация, она такая, хоть и незначительная, но тем не менее. Как знаете, чтобы лишний раз там ничего не делать, не бегать с этими паспортами, с документами, никому ничего не доказывать. Очень важно будет вот с первого раза получить либо добиться. Здесь какой-то еще риск того, что вы потом не успеете. Слушайте, вот правда, не бойтесь вы этих госслужащих, не бойтесь вы вот таких наглых там работников, сотрудников. Знайте свои права и обязательно их добивайтесь. Это, кстати, не первая отсыпка, когда я вижу такую ситуацию. Знаю, что вот многие из вас, кто смотрит мои отсыпки, излишней какой-то скромностью страдают. Мои хорошие. Есть гражданские права, гарантированные Конституцией страны, в которой вы живете. И очень важно эти права знать и уметь пользоваться, да, нормой права той же Конституции. Вот об этом не забывайте. Против таких серьезных правил даже вот самый там гнусный сотрудник, да, агрессивный, пойти не может. Потому что всегда есть тот, кто выше, и тот, кто может на место поставить такого человека. Поэтому вам надо, добивайтесь, и пусть попробуют доказать обратное. Так, здесь вот конец недели мне очень у вас нравится. Конец недели такой прям легкий, интересный. Вот что суббота, что воскресенье. Прям вот тут-фу, да, вот отдыхаете, выдыхаете, подводите итоги. Кто-то собой будет немножечко недоволен, а кто-то будет абсолютно собой доволен. То есть, в принципе, вы отдыхаете, вот расслабляетесь, прям, может быть, целый день, да, спать будете, либо целый день будете заниматься лично собой, вот что вам нравится, что вам интересно. Хорошие дни у вас выходят. И хочу сказать тем, кто будет выезжать, либо в гости вы будете ехать, либо вы будете ехать куда-то на природу, может быть, там к близким, там, родителям, к детям, может быть, поедете, к своим, если детки ваши взрослые живут отдельно. Смотрите, мои хорошие,
Здесь какие-то вам угощения идут. Либо вы будете покупать угощения, либо, может быть, сами будете делать, либо кто-то вас будет угощать. Какие-то вкусности идут. Вкусности, приятности, может даже, кстати, шашлыки какие-нибудь на природе. Знайте меру, мои хорошие, знайте меру, потому что вы можете чрезмерно, да, употребить какой-то еды, а потом, не дай бог, да, могут быть там всякие колики, и там газики, да, прочие неприятности. Вот тоже вам так вышло. Тут скорее, знаете, как сбой системы произойдет из-за того, что всю недельку, да, вот все-таки бегали, и какие-то стрессы все равно они были. Вот. Желудок просто не справится с таким обилием, либо количеством вкусняшек, которые вы можете потреблять. Вот это тоже как вам предостережение. И, конечно же, детей берегите от чрезмерного употребления вот именно чего-то вкусного, сладкое, да, там мороженое, какие-нибудь там конфеты, шоколадки, потому что могут быть вот именно неприятности на этой почве. Надо знать меру. Вот знаешь меру, значит, все будет хорошо. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.